Тот, кто упустил свой шанс, должен вернуться и попробовать снова. Так гласит старинная венгерская легенда. Согласно ей, мертвецы раз в году возвращаются на землю, чтобы решить свои незавершенные дела. В такую мистическую, порой мрачную картину балет превратил сказки Венского леса. Здесь нет длинных платьев и шляп, веселых вальсов и полек, но есть драма, предательство и любовь. Всемирно известный балет впервые принимает участие на Нуреевском фестивале в Казани. И сразу с 2 спектаклями. Необычное масштабное шоу увидела Полина Кострицкая. Знаменитая привычная музыка Штрауса и жуткие мертвецы, восставшие из могил. Весь спектакль Дортмунд-балета построен на контрастах. Классические вальсы Штрауса и современная музыка Альбина Берга. Классика балета на пуантах и модерн босиком, а порой и акробатические номера. Костюмы предельно просты. Серые, белые и красные цвета. Особую роль играет цвет, создавая то солнце на пляже, то мрачные тени на кладбище. Сказки Венского леса в современном прочтении знаменитого Дортмунд-балета из Германии порой напоминают фильм ужасов. Совсем другой взгляд на обычные вещи. Знаете, вот есть определенность, ну тоже там, сказки Венского леса. Все равно у нас есть ассоциация, что это длинные платья, эти вальки, эти шляпы, эти цилиндры, канатье. Это все отсутствует. На фестивале классического балета имени Нуриева в этом году немало современных постановок. Это и премьера фестиваля Кармина Бурана или «Колесо фортуны», и 2 спектакля Дортмунд-балета. Кстати, интересно, что Дортмунд-балет привез в Казань не только солистов и кардебалет, но и всю техническую группу. Это и техники по сцене, художники по свету, звукорежиссеры и даже гримеры и гардеробщики. «Сказки Венского леса» – одна из последних премьер Дортмунд-балета. И премьера в этом коллективе для Дмитрия Семенова. Когда-то танцевал в Мариинском, но уже много лет сотрудничает с театрами Германии. Это моя первая совместная работа вместе с Дортмундским балетом. Хореография Ксинтриан Манга, который является не только директором Дортмундского балета, но также и основным хореографом. Здесь, я думаю, что да, какой-то такой специальный микс, так же, как и в музыке Штрауса и Алана Берга, также и в хореографии. Альфред в спектакле становится роковым героем-любовником и вершиной любовного треугольника. 2 соперницы – молодая Марианна и уже не молодая, но богатая Валерия. My role is Mariana. Моя героиня Марианна влюбляется в неправильного парня. У нее рождается, а затем умирает ребенок. Она теряет любовь и ищет помощи в религии, но затем возвращается к жениху Оскару. Она несчастна, но принимает правила общества. Моей героине 50. Она красива, богата, хочет любить и быть любимой. Она понимает, что Альфред с ней только из-за денег, но желание быть любимой пересиливает. Все это выражено в балете. Старая легенда Вены гласит: тот, кто упустил свой шанс, должен вернуться и попробовать снова. Публика приняла Дортмунд-балет на ура. Он стал еще одним открытием Нуриевского фестиваля. Сегодня на сцене еще один спектакль Дортмунд-балета «Триптих» в постановке знаменитых хореографов Форсайта, Экмана и Дугласа Ли. Полина Кострицкая, Александр Лобанов, столица.